Нет, А нет, вы нет, туда лучше садитесь. там. Нет, нет, лучше там. Гульнурочка, мы начинаем, да, наверное? Талгат, можно вот отсюда. Уважаемые коллеги, сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена церемонии награждения профессора нашего дорогого, любимого Эрнеста Хашимовича Акрамова за его вклад в медицину и спасение жизни людей. Я хочу слово предоставить заслуженному деятелю культуры Кыргызской Республики, генеральному секретарю Иссыкульского форума имени Чингиза Айтматова Асоль Молдатматовой. Пожалуйста, слово. Добрый день. Добрый день, дорогие коллеги. Очень рады, что сегодня собрались по такому счастливому поводу объяснять и рассказывать о том, какое значение имеет для страны, для кыргызского народа, для кыргызстанцев в целом профессор Эрнест Хашимович Акрамов. Думаю, что это излишне. Сегодня мы радуемся тому, что Эрнест Хашимович в здравии, в настроении встречает это утро и последующие дни, уверена. Я хотела бы представить, мы сегодня пришли с такой дружной командой, это народный художник Кыргызской Республики Садабек Аджиев, а также директор театра оперы и балета имени Абдулласа Молдыбаева Алмаз Истамбаев. Прежде всего, конечно, приветствуем нашего гуру, наставника, который очень многие годы не только спасал кыргызстанцев, но и прежде всего создавал такую культурную, духовную платформу для всех ценителей искусства. Эрнест Хашимович, мы дружим очень долгие годы. Я создала 2 документальных фильма. Один лет 18 назад, и второй уже вот в преддверии этого события. От Иссыкульского форума имени Чингиза Айтматова хочу вручить медаль Эрнесту Хашимовичу Акрамову за выдающийся вклад не только в медицину, в спасение кыргызстанцев и в духовное обогащение всех кыргызстанцев нашей страны. Эрнест Хашимович. Я знаю, что Чингиз Турикулович относился с глубоким уважением, и я уверена, что он был бы рад сегодня этому мгновению. Эрнест Хашимович, поздравляю вас от всей души, вы заслужили любовь кыргызстанцев, все переживают за вас, все любят, восхищаются, уважают и с трепетом относятся к вам. Спасибо. Я очень рад, что такая награда сегодня была вручена мне. Ну, Асульман Молдатматова сказала, что за выдающиеся достижения. Но обычная наша работа, и моя работа, в частности, в медицине, она представляет собой необходимость та необходимость, которая существует на сегодняшний день. Поэтому эта награда, она обязывает меня еще больше относиться с уважением к Чингизу Айтматовичу. Поэтому эта награда является очень ценным подарком для меня. И я думаю, что оправдаю я все надежды Асоль Молдатматовой, которые действительно они должны иметь место в моей жизни. Поэтому я очень благодарен вам всем, и в частности Асоль Молдатматовой, за организацию и вручение мне медали Чингиза Айтматова. Спасибо вам за внимание, за все то, что вы сегодня сделали мне. Эрнест Хашимович, мы вас очень любим. Сегодня такой замечательный день. Эрнест Хашимович очень сильно волновался, когда ехал
столько перипетий, столько событий. Я несколько месяцев назад попросила своего замечательного друга, главу литейной мастерской Дубровин, о том, чтобы создали бюст, настольный бюст и вручили Эрнсту Хашимовичу Акрамову. Естественно, с этой просьбой мы обратились к известному скульптору Садабеку Батабековичу Аджееву, который является известным скульптором. Его имя уже, как говорится, вписано в историю. Вы знаете, очень много объектов за его плечами. И сегодня мы презентуем бюст настольный, который отправляется на отливку в мастерскую Ивана Дубровина. И буквально через краткий период этот бюст уже будет в Чуйской областной больнице. Давайте презентуем под аплодисменты наших коллег. Давайте пакетик уберем. Давайте, я помогу. Помогу вам. Вот это будет. Расскашимович, покажите, Расскашимович. Посмотрите. Это вам подарок. Это подарок от лица всей общественности, от вас, дорогие коллеги, от нашего народа. Спасибо. Людей надо увековечивать, таких людей. Бюст будет отлит в бронзе, в вечном материале. Он будет и настольным, и, возможно, чуть позднее, когда мы решим финансовый вопрос. Но я думаю, что этот вопрос уже практически решен. Иван Дубровин взял все на себя и отольет бюст в разных размерах. Я уверена, что вот вы видите, да, это прям копия Эрнста Хашимовича, динамика лица. Садабек Батабекович, потрясающая работа, спасибо. Вам нравится? Да, нравится. Похож. Похож? Себя узнаю. Но это еще не все. Ну, может быть, пару слов расскажете, как вы создавали. Сейчас, секунду. Ну, Эрнст Хашимовича мы все знаем, да, мы даже молодые были, его знали, да, он именитый хирург. И мои друзья тоже лечились, он вылечил всех. Вот я давно его лично знаком был, он, конечно, меня не помнит, я тогда, лет 20 прошел, да. Все равно такие люди двигают вообще цивилизацию, всю жизнь, все вперед двигает. Я вот от души вот этот бюстик сделал, потому что даже я на него даже с натуры не смотрел, я просто его хорошо помню, фотографии парочку и все. И мне получился, как говорится, когда все от души делаешь, всегда получается удачно. Я думаю, как раз его любой человек узнает. Ну что, портрет, когда люди узнают этого, даже внутренний мир его узнает, да? Я думаю, получился удачно. Если мы бронзу переведем, вообще будет шикарно, конечно. Эми уақытты біз көп есептемейміз, қанша кетті, эмне кетті. Просто когда беремся, просто делаем это. Может быть, я сегодня 2 саат иштедим бе, ертең 1 саат иштейм бе, бүрсү күнү 3 саат иштейм, ушинтип бир күнү бүтүп калат. Просто ошол анда эсептеп жүрбөйсүң да канча убакыт кеткени. Но самое главное, жана жүрөгүңдөн чыгып жасалды да, ошол кептин баары ошондо болот. Садабек Батабекович скромничает в очень краткий период, прям вот сжатые сроки. И хочу еще раз подчеркнуть, дорогие коллеги, что все работали на безвозмездной основе, просто отдавая дань уважения, дань восхищения великому профессору, великому врачу, который стольких спас кыргызстанцев. И огромное спасибо нашему другу Ивану Дубровину за его тоже отношение и любовь к Кыргызстану и непосредственно к Эрнсту Хашимовичу Акрамову. Давайте Эрнсту Хашимовичу, да, пусть он поподробнее поделится. Эрнст Хашимович, расскажите.
Надо сказать, что для меня было неожиданным такое презентация моего бюста. Я думаю, что я в долгу перед скульптором и перед Асоль Молдахматовой за организацию и за все то, что было сделано на предмет моей личности. Да, действительно, прошло очень много лет, и на протяжении многих лет я занимаюсь излечением больных. И поэтому я так думаю, что награда сегодняшняя, достойная награда, вот она должна быть, имеет место в моей жизни. И поэтому я еще раз благодарю организаторов этой презентации. В частности, вот, сделана скульптура из металла. Поэтому я очень благодарен, и я считаю, что это очень большая награда, и я перед организатором в долгу. Я думаю, это мы все в неоплатном долгу перед вами, Эрнст Хашимович, и низкий вам поклон. Это мы должны, как говорится, служить вам, восхищаться вами, потому что вы столько сделали для народа, такой вклад, это просто не описать словами. И на протяжении многих лет, вы знаете, в Театре оперы и балета Эрнст Хашимович Акрамов проводил акрамовские вечера, которые стали известны, любимые, ожидаемые, всегда были все в предвкушении. И накануне дня рождения Эрнста Хашимовича, вы знаете, что 24 июня, день рождения профессора Акрамова, состоится концерт Театра оперы и балета. Новоявленный директор Алмаз Истамбаев, который развернул бурную деятельность в театре. Сегодня театр переполнен, по ковровой дорожке зрители, как говорится, направляются в вечерних нарядах, смокингах. И яркое событие ожидает Эрнста Хашимовича. Это будет концерт. Алмаз, вам слово. Расскажите, пожалуйста. Благодарю. Эрнст Хашимович, поздравляю вас с достойной наградой. Я первый раз Эрнст Хашимовича увидел на юбилее своего педагога, народного артиста СССР Тохтамыса Сейталиева. Я знаю, что они долго дружили, и вот благодаря его юбилею я познакомился с Эрнстом Хашимовичем. Также я неоднократный участник всех акрамовских вечеров, поэтому то, что 25 июня в Театре оперы и балета состоится большой гала-концерт, это дань уважения, дань почитания и дань человеку, который был одним из меценатов, коих сейчас немного в нашей стране. Я хочу сказать, что инициатива пришла именно от самого коллектива, то есть от наших оперных певцов, от наших артистов балета, от нашего оркестра. Поэтому для нас будет большой честью, Эрнст Хашимович, пригласить вас. И то, что до этого были знаменитые акрамовские вечера, зал полностью переполнен был. На этот раз мы также ожидаем полный аншлаг. Мы ожидаем всех ваших друзей, всех ваших почитателей, всех ваших коллег. Мы хотим вам сделать красивый, классический подарок. Поэтому, Эрнст Хашимович, 25 июня, после вашего дня рождения, ждем вас в опере и балете, в Театре оперы и балета. Спасибо. Да. Эрнст Хашимовичті мен көп жылдан бері танимын. Мен ағайым СССР-ның ел артисі Тоқтамыс Сейталиев таныштырған, ошоның юбилейінде мен окуучу катары катышып, ошол жерде биринчи жолу ушу биздин атагы чыккан хирург менен таанышкам. Анан өзүңүз билгендей, ушу опера балет театрында Акрамовдун кечелери деп койчу элек, ушу
8 мартқа қарата, 1 майға қарата, 9 майға қарата, ушу майрамдарга карата Эрнст Хашимович аябай чоң концерттерди уюштурчу. Ошо концерттердин мен ошо концерттерде көп катышып калдым, ошо опера балет театры солист болуп жүргөнүмдө. Анан биздин балеттин артисттери, операнын артисттери, анан оркестрдин артисттери мага келишип ушундай Эрнст Хашимовичке бир жакшы белек кылбайлы, жакшы майрам кылып бербейлиби. 24-июнь биздин зал, чоң залыбыз бошобойт экен, ошондуктан биз 25-июнга котордук. 25-июнь 6-күнү болот, 14:00-дө баарыңыздарды күтөбүз. Эрнст Хашимовичтин досторун күтөбүз, коллегаларын күтөбүз. Ушул Эрнст Хашимовичтин сыйлаган, урматтаган адамдарды күтөбүз. Келиңиздер, Эрнст Хашимовичтин туулган күнүнө жакшы бир белек кылып, зал полный аншлаг болуп берсе аябай жакшы болот. Эрнст Хашимовичти баардыгыбыз бирдейликте чоң сахнага чакырып, ошол жерде туулган күнү менен куттуктап койсок. Спасибо. Рахмат. Дорогие друзья, 20 лет назад, когда я снимала документальный фильм об Эрнесте Акрамове, меня, конечно, удивил и просто поразил тот факт, что Эрнст Хашимович живет в комнатушке больничной. И прошло уже 20 лет с тех пор. Буквально несколько месяцев назад я снимала еще один документальный фильм уже для международных каналов. И он живет все в той же практически больничной комнате, палате и не претендует на большее. Он никогда не обогащался, он не стремился обогащаться, делать что-то во благо своих родственников. Это такой, знаете, чистейший кристальной души человек, который поражает внутренним богатством. И когда его спрашивают, все ли у вас хорошо, Эрнст Хашимович всегда говорит: все хорошо, я здесь, я спасаю, и для меня это самое главное счастье. Не это ли заслуживает уважения, восхищения, почтения? И я думаю, что это будет, наверное, справедливо, если мы поблагодарим всех кыргызстанцев, которые этот период сопереживали, в целом беспокоились о здоровье Эрнста Хашимовича, создали штаб, максимально старались действовать для того, чтобы были результаты. Вот на протяжении 3 лет мы лоббировали, я обращалась дважды к президенту с официальным письмом по поводу того, чтобы Чуйской областной больнице присвоили имя Эрнста Хашимовича Акрамова. Я знаю, что в последний период создали штаб, очень максимально действовали здесь, предлагали максимум усилий. Госпожа Куликова, очень многие общественные деятели, которых мы должны поблагодарить. И прежде всего Эдиля Байсалова, который тоже вот именно в последнее время максимально старался уделить внимание Эрнсту Хашимовичу Акрамову. Конечно, в нашей стране, к сожалению, существует такая традиция укоренившаяся, когда человека уже не стало, начинают говорить: ой, каким он великим был. Думаю, надо исправить вот именно в этот период и выразить дань уважения в присвоении больницы имени, да, вот в бюстах, названии улиц, в этих концертах, чтобы человек радовался. Вот я вижу улыбку сегодня Эрнста Хашимовича, и он говорит: я в долгу перед вами. Вы что, Эрнст Хашимович, вот низкий вам поклон, это мы должны вас благодарить, это мы должны ради вас проводить и акции, и концерты, и делать бюсты, и максимально добиваться результатов. Спасибо просто за ваш труд, спасибо за ваш героизм. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, миллион раз За спасибо. организацию этого вечера. Пока еще не вечер, Эрнст Хашимович, и концерт, и вечер все еще впереди. Ну, я так с Да. авансом говорю. Да, с кредитом, да? Да. Дорогие коллеги, может быть, у вас будут вопросы? Да, у меня есть вопрос. Здравствуйте. Эрнст Хашимович, меня зовут Василий, я из Киргиз. Эрнст Хашимович, как вы отнеслись к тому, что ваше имя присвоили Чуйской областной полиции? Давайте поправочку внесем. Еще Кабмин утвердил, но еще официальной бумаги пока нет.
Сказать, да, Расхашевич? Может быть, скажете? Повтори, пускай. Да. Как вы отнеслись к тому, что Чуйской областной больнице присваивают ваше имя? Ну, так говорят, но пока еще таких данных-то нет у меня. Но, во всяком случае, 30 лет я проработал в Чуйской областной больнице, 30 лет. За эти годы, за 30 лет сделана масса, тысячи операций. И из них самое главное, что которые больные нуждались в таком оперативном вмешательстве, они были произведены и возвратились к себе домой, к любимой работе, к своей семье. Поэтому я думаю, что труд, он не прошел даром. И поэтому многолетний труд, хирургический труд, он сказался на выздоровлении наших больных. Мы готовим еще один сюрприз. Это будет книга об Иросе Хашимовиче Акрамове. Она будет основана на воспоминаниях, на первых впечатлениях об общении, вот от общения с Эрнстом Акрамовым и все именитые персоналии. Но об этом мы скажем осенью, более подробно. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы? Если нет вопросов, то хотим поблагодарить. Спасибо большое, потому что вы, дорогие коллеги, внесли огромный вклад вот за этот период. Вот недаром говорят, что, как говорится, медиа – это сила, это поистине так. И вам здоровья, и чтобы вы не попадали ни в Чуйскую областную и ни в другие больницы. Берегите себя, пожалуйста. И спасибо вам большое, что вы постоянно стараетесь максимально держать руку на пульсе событий. Благодарим вас. Спасибо. 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 И информационному агентству «Кабар» огромное спасибо. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Может быть, мы можем... Давай.